Быть патриотом значит уметь защищать себя, свою семью и свое отечество. Прямо сейчас поговорим о самом главном празднике мужском 23 февраля и ветеранах боевых действий с человеком, который так считает. Это председатель башкирского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы вкладываете во фразу «быть патриотом, уметь защищать себя, свою семью и отечество»? Это значит искренне любить своих ближних, свой город, свою республику, свою страну. И в то же время понимать, что границы вот этой любви, они где-то, может быть, отчасти с границами государства сопряжены. И поэтому надо понимать, что защищать ее надо не только у себя на территории, там, в своем дворе, в своем доме, в своей республике, но и охранять границы нашей Родины большой. Она является 1/6 часть суши. У нас очень много ресурсов, и все-таки надо ее сберечь, надо сберечь в том виде, который она есть, и не позволить никому покусать или там, отживать от нее, грубо говоря. Вот. Задача в том, что научить молодого человека, растущее поколение, подрастающее, и открыть им глаза, что мы действительно, мы великая страна. Россия в настоящее время великая страна. Мы все жили и служили в Советском Союзе, но так или иначе понимаем все наши братские республики, все СНГ, это все то же самое, и понимать вот эти, всю любовь к этим ресурсам, к этому краю, к этим лесам, горам, полям, рекам, морям. Вот надо, чтобы она прошла через сердце каждого, и он воспринимал это как это защищать до последней капли крови, вот как бы там ни было сказано, и это даже строчки из наших присяги. Вот, и если что-то не так, пускай покарает меня рука нашего народа, как говорится. А где и как можно научиться быть мужественным? Только в работе, только будем говорить, в мужском коллективе можно осознать себя как мужчина и, соответственно, соответствовать слову мужественный. То есть научиться отвечать за свои слова, поступки. Армия подходит для этого? Определенно подходит. Почему? Потому что молодой человек, оказываясь в той обстановке в мужском коллективе, он понимает ответственность каждого слова, каждого действия, ответственность за себя, за коллектив. Опять же, это все проецируется на семью, на родину и со всеми вытекающими последствиями. Вот в преддверии 23 февраля я знаю, что вы как представитель РСВА проходите в школы и обсуждаете с детьми. Скажите, пожалуйста, какую обратную связь вы видите от детей, да, и какие истории вы им рассказываете? Мероприятий много, но я как человек, вот, образно скажу, ленивый, да, ленивый в каком плане? Вот можно ходить, можно зайти в каждый класс, можно зайти в каждую школу или еще что-то. Но мы создали такой проект, как фестиваль. Мы можем собрать сразу несколько тысяч молодых людей и рассказать им от первого лица о тех авторов-исполнителей, которые воевали. Воевали в Афганистане, воевали в Чечне, воевали в Сирии. Они в своих песнях расскажут и научат тому, что как любить Родину. Вот этот наш проект, он ведется с городским комитетом молодежи, также и с Министерством по делам молодежи. Поэтому, думаю, этот проект будет развиваться. И вообще, такое понятие, мы не живем за войной. И рассказывать детям за войну, наверное, не совсем правильно. Их надо просто научить любить эту Родину. А все остальное у них это есть, это придет, когда придет время, и они станут в строй, и они нас не подведут, я более чем уверен. Ну, и более того, нам, будем говорить, не безразлична судьба тех стран, где мы были, в частности Афганистана. Мы не хотели бы прожить, вот вспоминая только за войну, хотели бы, чтобы наши отношения с Афганистаном возродились в другой, будем говорить, это пускай будет экономика, пускай это будет спорт, пускай это будет культура. Вот в частности, хотелось бы, чтобы обратили, чтобы опять же помогли нам в этом
Почему помогли? Потому что мы знаем, к чему это приведет. Вы сейчас говорите, вероятно, про проект спортивный, когда команды Афганистана и России, в частности из Башкортостана команда отправлялась, и играли в футбол. Я хочу продолжить этот проект. Вот, Дмитрий Иванович, многие не знают и впервые слышат про этот проект. Давайте с самого начала, в чем суть, для чего он создавался, и вот те игры, которые уже состоялись, какими были они? Проект это начался у нас в 2009 году. Собрали команду, назвали ее «Шурави». Команда ветеранов боевых действий, те, которые проходили службу в Афганистане и участвовали в контртеррористической операции в Чеченской Республике. Ну, а «Шурави» давайте добавим, потому что так называли советских солдат. Да, советские. Вот с этим проектом мы вышли на международный уровень в 2013 году. Команда была подготовилась, и мы съездили в Афганистан, выиграли там матч, потом 1-0 наш земляк Саша Крупский забил победный гол. Команда была сборная со всего СНГ, но основной костяк составил ребята, которые выходцы и уроженцы Республики Башкортостан. В 2015 году мы уже встречали сборную ветеранов футбола Афганистана здесь, на стадионе Уфа. Был тоже футбольный матч, потом они сыграли в Казани. Потом в 2016 году был турнир ветеранский в Крыму. Там тоже, то есть мы пытаемся и протягиваем руку помощи Республике Афганистан о том, чтобы вот тот, может быть, ярлык какой-то там повешенный, он не остался на них, а мы дальше выводим свет, и на сегодняшний день вот хотелось бы, чтобы нас услышали. Все-таки правительство республики, Министерство молодежной политики и спорта о том, что вот мы хотели бы, есть такая договоренность, привести женскую сборную Афганистана, Исламской Республики Афганистан, сюда для того, чтобы провели сборы и сыграли матч с нашими девчонками, с нашим спортивным клубом. Я думаю, это у нас все впереди, и хотелось бы, чтобы нам как-то помогли в этом. Это вот это спортивный проект. Сейчас у нас есть и «Шурави», команда, которая играет в хоккей. Есть у нас, проводим и волейбольные турниры. Есть и турниры по рукопашному бою, которые в рамках нашей организации, есть у нас молодежное звено «Наследие». Оно проводит турниры и участвует и в боях без правил, и с молодыми контингентом работаем. То есть работа такая ведется, хотелось на нас внимание, потому что вот в наших словах, в наших устах слова такие, как «я научу вас родину любить», да, оно имеет смысл. Оно имеет смысл, это не то, что научить там, как физически за себя постоянно, оно же еще воспитывает и духовность. И поэтому хотелось, чтобы в этом направлении на нас обратили внимание и работали. Ну, мы в конце концов уже 32 года этим занимаемся. Кто-то приходит и уходит, а мы занимаемся уже 32 года. Дмитрий Иванович, какой эффект ожидаете от таких контактов международных? Во-первых, это делается для республики, делается для того, чтобы уровень республики поднять на более выше. И вот сами посудите, вот вы слышали такие вот, вообще такой, было ли когда-либо где-то там приезжала сборная, я не беру Азию, а беру Европу, вот, чтобы сборная Исламской Республики Афганистан, женской сборной, приехала на сборы и на матч. Я вот не слышал. Я думаю, что вот это, даже одна информация, упоминание об этом, республика уже поняла во всех СМИ, на всех каналах, это был бы определенный фурор. А если бы помогли нам и в течение года рекламировали бы как такой фестиваль, как «Боевая высота», где детишки с большим удовольствием пришли бы, вот, пообщались с ветеранами афганской, чеченской и других войн, поговорили с ними воочию, там бы все им просто объяснили, как любить Родину. Им бы научили это делать. Дмитрий Иванович, в завершении нашей программы, какие слова вы бы сказали вот к 23 февраля своим однополчанам, да, вот ветеранам боевых действий, ну и не только вашим однополчанам, ну и в целом защитникам Отечества, современным в России? Хотелось бы сказать
всех, кто проходил службу в вооруженных силах и кто готовится с праздником. Нам здоровье нужно, берегите здоровье. Мы всегда в строю, всем долгих лет жизни. К сожалению, вот ветераны уходят рано, и мы на себе это прочувствовали, многих потеряли в прошлом году. Поэтому берегите себя, вы нужны Родине, вы нужны республике, нужны семьям, нужны нашей стране. И молодым людям. Обязательно для того, чтобы они вот воочию смогли пообщаться с ветераном, поговорить с ним обо всем. С ветераном не только о войне говорят, а говорят просто за жизнь. Почему? Потому что человек прожил долго, ему есть что вспомнить, есть что рассказать. А такое понятие, как наступать на грабли, чтобы молодые люди не делали этого, лучше, наверное, проговорить это заранее, нежели шишки набивать. Спасибо вам большое. Мы вас тоже поздравляем с 23 февраля. И самое главное, тоже желаем здоровья. Спасибо. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был председатель башкирского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. И мы говорили о Дне защитников Отечества вместе с Дмитрием Глушко. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.